Подготовка к стартам, многочисленные ПЦР-тесты, чувство безопасности в Олимпийской деревне и решение МОК. Уроженка Удмуртии, биатлонистка и просто красавица Ульяна Нигматуллина вернулась домой после блестящего завершения Олимпийских игр в Пекине и поделилась с нами самыми яркими впечатлениями прошедшей Олимпиады. Добрый день, Ульяна. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, о ваших эмоциях. Каково это после 12 лет, после Ивана Черезова, привезти олимпийские медали в Удмуртию? Интересный вопрос. После Ивана Черезова, мне приятно сравняться с такой величиной. Я не знаю, это сложный вопрос. Я не думала, что это значит для меня это именно как спортсменки из Удмуртии, но лично для меня это как какая-то большая галочка, как признание хорошо выполненной работы многолетней. Расскажите о вашей реакции и о ваших эмоциях после того, как вы узнали, что вы попали в сборную и полетите в Пекин на Олимпийские игры. В сборной я нахожусь уже много лет, и поэтому для меня не было сюрпризом, что я попала на Олимпиаду, так как с начала сезона я ездила по этапам Кубка мира, в принципе, были хорошие результаты, и это обеспечивало мое попадание в олимпийскую команду. То есть это не было никаким сюрпризом. И то есть ваша подготовка никак не изменилась, вы также тренировались? Моя подготовка вообще зависит от любых соревнований, потому что было сразу понятно, что основной старт — это Олимпиада, и все было подстроено под этот старт. Может быть, даже чуть-чуть в ущерб стартам на Кубке мира. Эта Олимпиада значительно отличается от остальных, и в том числе она отличалась из-за многочисленных тестов на коронавирус. Вот расскажите, сколько вообще было тестов, как вы справлялись с этим эмоциональным давлением, то есть это же все равно приходить, ждать результат, надеяться, что он отрицательный, то есть как это все повлияло на вас? На самом деле это уже такая обыденная рутина, что это абсолютно не вызывает никаких напряжений, потому что мы просто каждый день, проходя мимо станции по сбору анализов, ПЦР-тест, просто заходим, тратим на это 10 секунд, и тест сдан. Было приятно ощущать, что мы находимся в безопасности, потому что весь обслуживающий персонал был, можно сказать, в скафандрах, в полной защите, в очках, в масках. И на Олимпиаде, я так понимаю, заражений уже никаких не было. Всех, то есть зараженных предотвратили на стадии прилета в Китай в аэропорту. То есть в Олимпийской деревне было абсолютно безопасно, и это ощущение безопасности как-то достаточно приятное, что здесь все здоровы, и все будет нормально, и никаких накладок из-за этого не случится. А получается, еще вот до Пекина, вот на этапе только перелета в Китай, с родственниками как общались, вообще с людьми как-то ограничивали круг вот в это время, то есть это же все равно часто приходилось давать до перелета? Да, достаточно. Мы мониторили свое здоровье, отчитывались в специальном приложении. За 2 недели до попадания в Китай нужно было отмечаться каждый день о своей температуре, состоянии. Потом нужно было заполнить кучу разных деклараций, отчетов о здоровье, приложить несколько ПЦР-тестов, сертификаты вакцинации. Это достаточно сложная процедура, которая отнимает несколько большое время. А морально, то есть, не давило? То есть все нормально, с родственниками общались? Да, мы нормально общались с родственниками через интернет. Уже с октября, получается, вот так. Мы не контактировали лично. Я привыкла к этому, потому что пандемия уже не первый год. И изолироваться и ограничивать свое общение — это абсолютно нормально. И уже даже когда я вижу большое количество народа в аэропорту, особенно когда они очень правильно носят маски, некоторые не надевают маски вообще, меня это смущает, пугает, потому что я привыкла, что все хорошо соблюдают меры предосторожности. Что вы ощущали перед первыми своими стартами? То есть вот когда вы уже стояли на линии, какие были ваши эмоции? Почему-то у меня ассоциируется только со словом «спокойствие», потому что у меня есть опыт прошлой Олимпиады, я поняла, как не надо. И благодаря этому опыту мне очень понравилась эта Олимпиада во всех смыслах. Когда пришло осознание, что вы заработали первую олимпийскую медаль? Расскажите вот ваши эмоции в этот момент.
Наверное, в момент награждения начало как-то приходить осознание, потому что после финиша очень много мероприятий, нужно переодеться, пойти на допинг-контроль, как бы процесс затягивает, и нет особого времени осознать, и вообще усталость, она тоже очень накрывает, потому что гонка собирает очень много не только физической, но и психологической энергии, и поэтому осознание приходит не сразу. Появилось ли больше мотивации после первой медали, то есть участвовать в дальнейших стартах? Как-то изменилось ваше состояние? Это определенно повысило мою уверенность в себе. В женской эстафете у вас был заключительный этап. Расскажите, что вы чувствовали вот в этот момент? На самом деле я была много раз в подобных ситуациях, когда я бегаю последние этапы, и когда он решающий. На самом деле это мне бы хотелось поделиться этими ощущениями, но они настолько яркие, что я даже не могу их описать, насколько это приятно чувствовать ответственность и делать все четко и правильно. Наверное, эта ответственность все-таки помогает мне, чем мешает. У меня не было волнения, я была мега спокойна. Я сама не понимаю, как это происходит, что мой мозг переключается на суперфокусировку, при том, что это суперстрессовая ситуация. Вот. Я довольна, как сработал мой организм в этот момент. То есть была такая уверенность, спокойствие и все. Да, я думаю, 4-й этап все-таки определенно мой, потому что супернапряжение мне только помогает. Вот. И все-таки, наверное, самый яркий момент Олимпиады — это вот мой последний этап и финиш. И я очень рада, что мне удалось это испытать. Каково это — находиться на пьедестале на глазах у всего мира и получать олимпийскую медаль? Я не думала, что я стою перед всем миром. Почему-то перед глазами у меня была просто красота всего этого мероприятия. В момент награждения шел снег на фоне софитов, и это единственное воспоминание о награждении, потому что, я не знаю, у многих, я думаю, что накатывают слезы в такие моменты, потому что видно блестящие глаза. Я не знаю, у меня почему-то не так. Это просто очень теплое, приятное ощущение комфорта, что я сделала то, что нужно, все сделала правильно, потому что часто мы совершаем ошибки в спорте, и они лишают нас вот таких моментов, а тут наконец-то это получилось, и именно тогда, когда нужно. Как ваши родные отреагировали на ваши результаты? То есть вы сразу с ними созваниваетесь или попозже? Как вот это вот у вас происходит? Да, я обычно, чтобы и выплеснуть эмоции, и поделиться, я обычно уже на заминке звоню своему тренеру, в одном лице и мужу, маме с папой, сестре, и мы обсуждаем гонку, они рассказывают, как им было страшно или весело, или интересно смотреть. Ну, в общем, сразу начинаем обсуждать. И сразу получается поддержка, внимание? Да, кстати, я так и звоню после неудачных стартов, потому что мне тоже срочно нужна поддержка. Вот. Но они, конечно, обрадовались, тут вариантов у них не было других. И следующий вопрос, конечно же, касается ситуации, которая сейчас происходит в мире, и того, что на данный момент спортсмены не могут выступать на мировых соревнованиях. Я думаю, сейчас все просто переключились на подготовку к соревнованиям внутри России. И, конечно, у нас есть общая группа, где официальная информация выходит, и нам объявили об этом наше руководство там. Конечно, все спортсмены написали, что они очень расстроены, но это расстройство, конечно, не сопоставимо с тем, что происходит вне нашего спорта. Я думаю, это вообще мелочи, то, что мы не поехали на соревнования. Будем ждать разрешения обстановки. То есть лично вы тоже как вы вообще, как вы это восприняли?
Двоякие чувства. Вроде как и давно не была дома, и приятно остаться со своими близкими. Но, с другой стороны, чувство незавершенности, потому что я чувствую себя хорошо в физическом плане, и мы отработали проблемы в стрельбе, и хотелось бы проверить это в соревнованиях, получилось ли у нас все или нет, потому что на Олимпиаде со стрельбой было у меня не очень хорошо. Вот. Хотелось бы завершить сезон с хорошими кубковыми очками, остаться в тотальном зачете на хорошей позиции, но, к сожалению, так. Я очень надеюсь, что следующий сезон пройдет в обычном формате, что все проблемы уйдут далеко. Болельщики интересуются. Недавно вы вышли замуж. Вот расскажите, как-то и изменится ваша спортивная карьера? То есть вы будете уделять время больше семье или все-таки спорту, или будете совмещать? Для меня совмещение — это вообще не проблема, потому что мы начали встречаться с моим мужем давно, больше 7 лет назад, когда он еще не был моим тренером. А моим тренером стал из-за безысходности, потому что мои результаты просто скатились ниже плинтуса, и он помог мне выбраться из этой ямы. И совмещать, я не знаю даже, как не совмещать, поэтому для меня это не вопрос. Вот так. А планируете ли вы участвовать в следующих Олимпийских играх? А следующие Олимпийские через 4 года, и как мы видим, что загадывание и планирование — это не очень эффективно в данной обстановке. Но, конечно, Олимпиады мне сейчас нравятся. Хотелось бы, конечно, еще раз испытать подобные эмоции, но не буду загадывать. Это целых 4 года, это очень долго. Ульяна, может быть, вы посоветуете что-то подрастающему поколению, совсем маленьким, еще юным спортсменам, как им быть вот в этом мире большого спорта, зачем нужно следить? Совсем маленьким, наверное, там больше вопросов и советов к родителям, чтобы они их поддерживали, оснащали хорошей экипировкой, помогали им организовывать тренировочный процесс, потому что, я думаю, детям это сложно сделать, спланировать как-то, чтобы их дорога на тренировку была проще, чтобы они не уставали еще до тренировки. А если тем, кто постарше, ну, наверное, хотелось бы посоветовать им следить за своим здоровьем, не простужаться, потому что частые простуды очень мешают набрать форму, выйти на новый уровень. Ну, в общем, для меня главный совет — это беречь здоровье и соблюдать рекомендации тренера, потому что часто они игнорируются, и от этого бывает много ошибок. Не могу не поделиться этой историей, как мы болели на работе. В этот момент вообще, в принципе, работа останавливалась. То есть мы все просто бросали все свои дела, все свои новости и бежали к компьютеру. То есть у нас был компьютер, колонки, мы бежали и все с замиранием сердца вот так вот следили за тем, что происходит на экране. Еще это все Губерниев постоянно комментировал, просто супер, ну, как бы напряженно. И мы все смотрели, мы с замиранием сердца. Мне кажется, я несколько сердечных приступов словила. Я могу вас заверить, что когда мы бежим, у нас все спокойно. Нам не страшно, ничего такого, что вы испытываете. Но когда я тоже испытала подобное чувство, когда смотрела мужскую эстафету, это, конечно, очень тяжело. Даже, мне кажется, может быть, даже энергозатратнее, чем просто бежать гонку, потому что это так переживательно, действительно. Я вас понимаю, так что... Так что да, это вообще спасибо большое вообще за эти старты, за эти эмоции. Это вот, ни с чем не описать. Спасибо. Я не ожидала, что мы вызываем столько эмоций. Вот. Спасибо вам большое. Будем наблюдать за вами дальше. Спасибо, что болеете. Так приятно. У меня даже мурашки пошли от вашего рассказа.